Ай-яй-яй. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Доброй ночи, уважаемые друзья. Рад приветствовать вас в нашем ночном эфире. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Так сказать, чтобы не мешало нам для нашего эфира. Так, вчера у нас никак не получилось, хотя хотел провести еще вчера эфир, но, к сожалению, не все получается так, как мы хотим. Сегодня Ибраим, алейкум ассалам. Братик, вчера никак не получилось, чрезвычайная ситуация. Я тебе как раз таки написал. Хотел сделать вчера, но увы, как говорится. Никак не получилось у нас. Ну, давайте, пока у нас люди собираются, мы немножко продолжим по тематике Дзурдзуки. В прошлом эфире мы говорили с вами непосредственно о чеченце Дзурдзуки. Сегодня у нас этимология названия Дзурдзуки. Алейкум ассалам. Меня слышно? Нормально? Хорошо слышно? Видно, слышно, хорошо. Как? Раз, два, три, четыре, пять. Алейкум ассалам. Если слышно, видно, я зачитаю вам. Отлично слышно. Давайте сегодня мы добьем 16-й параграф. Алейкум ассалам. Это этимология названия Дзурдзуки. Особенно для тех нарнийских чекиндезов, которые, алейкум ассалам, которые любят у нас очень сильно обсуждать чеченское, нахчийское название Дзурдзуки и приписывать его всем. Раз им можно так говорить, то нам тем более. Поэтому поскольку мы непосредственно имеем ряд доказательств, по которому непосредственно сегодня и поработаем. Этимология названия Дзурдзуки. Теперь попытаемся ответить на вопрос, что означало название города Дурдуки. Решив эту проблему, мы тем самым найдем ключи расшифровки названия Дурдзуки. С расшифровкой первой части этого названия у нас не возникает никаких затруднений, поскольку слово «дур» широко известно в Древнем и Ближнем Востоке и означает «крепость».
Это слово нередко использовалось в обозначении городов и крепостей, названных в честь тех или иных царей, которые чаще всего являлись их основателем. Например, по такому принципу были составлены названия древних городов Дур-Шурукин, Шарукин, крепость царя Шарукина Саргона, Дур-Куригальзу, крепость царя Куригальзу и так далее. Это же слово в значении «крепость» применяли в название своих городов малазийские греки. К примеру, античный город на Ефрате, вблизи современного города Сальхиях в Сирии, широко известно всеми фресками названия Дура Европос, крепость Европос. Встречается это слово и в самостоятельном преименении. Так, ассирийский царь Тикульти-Нинуритти I в одном из своих надписей упоминает город название Дуру в странах Наири. Уважаемые мои друзья, я рекомендую, да и вам всем думаю, что это очень полезно будет. Многие не имеют возможности, конечно, как говорится, найти материал. Я его зачитаю. Если у вас возникнут вопросы, я просто не отвлекаясь полностью зачту. Если у вас потом возникнут вопросы, вы можете непосредственно после окончания задать их. Да, по этой даже тематике. Не вопрос. Этот термин, судя по всему, был распространен непосредственно на территории Урарту. Так, из обращения ассирийского царя Саргона II к богу Ашшурур, описывающий поход в 714 году до нашей эры, мы можем узнать, что урартийские крепости, стоявшие на возвышенности, назывались словом «бирту», а крепости, располагающиеся в низинах, обозначались термином «бит-дури». Второй компонент названия Дурдукки состоит, по нашему мнению, из имени широко известного в древнем мире судьи и царя Дайока. Его имя отражено в древних источниках во множестве вариантов. Дайок, Даюку, Дайокка, Даюки и так далее. Но мы будем употреблять его в форме Дайок. Дайок представляет перед нами во многом легендарной личностью, по словам Геродота. Он был первым царем Мидии и основателем царской династии. Геродот рассказывает, что во времена Дайока в Мидии не было городов, и все население обитало в деревнях. В стране царило беззаконие, и поскольку Дайок прославился в народе своей справедливостью, его избрали судьей. Позже Дайок был провозглашен народным собранием царем, и в этом статусе он повелел построить себе царский дворец, а потом крепость вокруг дворца, и таким образом в Мидии появился первый город. Геродот умалчивает, как первоначально назывался этот город, но указывает, что это современные ему Экбатаны. Не забывайте, тема сегодняшней лекции или обсуждения – это этимология названия Дзурдзуки или Дурдзуки. Отметим вскользь, что социальная трансформация Дайока из судьи и царя поразительным образом напоминает драматическую историю перехода в Израиле и Иудеи по требованиям народа властей от судей к царям, изложенную в Библии, 1 Царств, глава 8. Эта история имеет отражение во многих приветствующих о том, как народ решил избрать себе, по примеру соседних народов, князя, ликвидировав институт судей, Мехкел, суд страны. Но некий человек, которому многие чеченские тейпы объявляют своим представителем, с большим остроумием убедил людей отказаться от этого намерения. Возвращаясь к нашей теме, укажем, что Дайок или Дайокку был хуритом, так как его имя, как отмечает востоковед И.Г. Алиев, является вариантом имени Таюкки, имеющий твердо установленное хуритское происхождение.
О хуритском происхождении имени Дайокка пишет и Меликашвили. Это имя известно также в чеченских традиционной антропонимии, в которой обнаруживаются такие мужские имена, как Дакка, Даки, Дака, Даки, Дакка, Даку, Докка, Дукка, Дуки, Докка, Тока, Тока, Туки, Туки и так далее. Это все являются именами, которые есть среди чеченских, обнаружатся мужские имена среди чеченского народа. Поэтому вполне допустимо считать, что укрепленный город, основанный этим царем Хуритом, носил его имя и мог первоначально называться Дурдуккой и использованием любого из многочисленных вариантов имени этого царя. Подтверждение сказанного мы находим в ассирийском тексте, датируемом в 715 году до нашей эры. Текст этот известен из аналов Саргона II, обнаруженных в зале дворца Дур-Шарукини. Вот что он гласит. В 7 году моего правления Руса-Урартский задумал предательство против Уллусуну Манейского и отнял у него полон 22 крепости. Он сказал слово лжи и подозрения об Улусуне перед Даюкку, манейским наместником, и принял ложники его сына. К Ашуру, моему владыке, воздел я руки. Эти 22 крепости я осадил, завоевал и включил в границы Ассирии. Даюкку с его семьей я переселил угнетенную страну Маннев, я восстановил. Угнетенную страну Маннев я восстановил. Примечание к этому отрывку Дьяконов отмечает, что Даюкку из аналов Саргона II является тем самым Дайокком, о котором повествует Геродот. Дополнительное основание считать, что манейская крепость Дурдукка была построена наместником Даюкку, чей статус судьи по процитированному выше документу был ниже царского статуса Улусуну, поскольку урартский царь Руса I пытался поссорить их между собой. Меликашвили также отмечает, что в лице наместника Даюкку мы, скорее всего, имеем дело с наследным правителем Манны, поскольку урартский царь берет у него заложники сына. Интересно отметить, что в ассирийском тексте из аналов Саргона II, описывающий события 713 года до нашей эры, упоминается Бит-Даюкки, дом Дайокка, который Дьяконов с некоторой осторожностью локализует в районах древней Экбатан, где, как уже упоминается выше, Геродот размещал построенный царем-судьей Дайокка. Кроме того, Дьяконов полагает, что ассирийцы вернули Дайокку статус правителя Манны. Эти сведения дают нам веские основания предполагать, что столица Атропатены, Экбатана, северная семистенная Экбатана, столица Малой Мидии, столица Кира, упоминается о Весте. Первоначально называлась Дурдуккой, Зурзуккой и была основана хуритским царем Дайоком. Таким образом, укрепленный город Дурдукка, крепость Дайокка, упоминается в аналах Саргона II, а также Бит-Даюкки, дом Дайока, упоминается в тех же аналах, располагались на территории Манны, Матиены, страны с преимущественно хуритским населением, к коим мы имеем непосредственно отношение хурита-урарскому народу. Как отмечают аналы Саргона II, жители Дурдуки, дурдукийцы, дурдуки, вариант зурзукийцы, зурзуки, были депортированы ассирийским в город Тагарма из Библии, Тегераму из хетских источников, Таргамас из хетских источников, Таргамас из жизни картлейских царей.
На наш взгляд, именно это обстоятельство нашло отражение в родословной коренных кавказских народов, изложенных в карте Сховреба, в которой дурдзуки представлены потомками Таргамаса, являясь наиболее выдающими потомками его сына Кавказа. Разбирая этимологию названия дурдзуки, историки Тесаев, Баширов приходит к выводу, который в целом совпадает с нашей точки зрения на эту проблему. Они пишут, термин «дор» или «дур» с персидского переводится как «горный переход», «ворота», «дверь» в значении ущелья. Имеется другая фонетическая форма этого слова. В армянском языке «дзор» наблюдается чередование, согласование звуку «д» и «дз». В английской «дверь», «дор», в немецком тюр, в польском дрзви и так далее. Собственно, русская дверь, по-видимому, имеет то же самое происхождение, как, впрочем, и чеченский топоним дюра, дюра, название общества в собирательном наименовании ряда укрепленных поселений в горах Чеченской Республики, Аргунское ущелье. Таким образом, первая часть этнонима Дурдзук или его более архаичный в отношении грузинской формы Дурцк ясно увязывается с термином дур, дор, дзор, дзур, ущелье, врата, горный проход, дверь. Следует полагать, что персидский термин дор-дур в значении горный проход, ворота, дверь является семантическим отражением древневосточного понятия дур, крепость, который мы разбирали выше. Смысловая связь между терминами горный проход, ворота с одной стороны и крепость с другой вполне очевидна и присутствует во многих языках. Мы подробно рассмотрели этот вопрос. Мы подробно рассмотрим этот вопрос ниже. А пока отметим, что древневосточный термин «дур» – крепость и выявленное значение был широко распространен не только в Предней Азии, но и в Европе, и имел, судя по всему, хурито-урартское этрусское происхождение. Прежде всего, бросается в глаза сходство этого термина «дор-дур», отмеченных в высших значениях в французском слове «тур», Таурс, башня. Во Франции на реке Луаре есть город с таким названием Тур, известный еще в римской эпохе. Показательно, что на гербе Тура изображены 3 башни. По мнению английского лингвиста Эрика Партриджа, в основе французского Таурс лежит латинское Turis, высокое место укрепления. Укрепленное место. Разбирая происхождение английского термина Tower, башня, созвучно с латинским Turis и французским Towers, Эрик Пертридж выявил еще целый ряд связанных с этим термином лексических схождений. Ученый полагал, что Tower имеет этимологическую связь towering, возвышающаяся, и восходит к древнегреческому обозначению этрусков тирены, или к диалективной форме тирсены, что, по его мнению, означает строители башен. Причем, как отмечает Эрик Патридж, все названия термина происходят из какого-то не индоевропейского языка. Бросается в глаза, что Эрик Петридж в разбираемых им терминах tourist, towers, tower, towering, turene выявляет 2 значения: башня, укрепленное место, и возвышенность, возвышенное место. В этой связи уместно привести мнение, высказанное Т.В. Гамкрелидзе, прошу прощения, и Вячеслава Ивановым, обычной формой укрепленных поселений. У древних индоевропейцев были поселения на возвышенностях, скалах. Слова, обозначающие такие укрепления поселения, связаны обычно с основами значения «высокий», «гора», «скала». Однако семантическая взаимосвязь понятий «укрепленное поселение», «башня», «замок», «крепость» и «возвышенность», «гора» и «скала» проявляется не только в индоевропейских, но и в кавказских языках. Для типологического примера отметим, что исходящий
что исходный нахчийский термин «берд» — скала, утес, обрыв, обрывистый, берег — в древнеармянском дает значение крепость, а в армянский этот термин, очевидно, попал из хурита урартского, поск- поскольку, поскольку в хуритской метонии в области Закирту мы обнаруживаем царский город Парда, название которого Меликашвили уверенно сопоставляет с названием одного из крупных центров Кавказской Албании, ее второй столицей, города Бардави, отмечая при этом, что окончание «ви» является типичным для топонимов этого района. Город этот был построен раннее средневековье, в различных письменных источниках его называли по-разному: Барда, Барда, Берда, Берда, Бердаа, Партав у арабов и тому подобное. И Минорский пишет, что Берда был построен албанским царем Ваче при сасанидском царе Перозе в V веке на территории расселения гаргаров, признаваемых народом родственным нахчийцам, и при этом являющим ведущим этносом Кавказской Албании. Более того, в древности вся Кавказская Албания называлась Гаргарейским Кавказская Албания. Заметьте, прошу не путать. Очень важный момент для тех, кто там утверждает и говорит, что гаргарейцы это относится только к ним. В древности вся Кавказская Албания называлась Гаргарейским царством. Учитывая, что город Барда поначалу являлся одной из крепостей, построенных персами против хазар. Этимология этого названия достаточно прозрачна — крепость, твердыня. Таким образом, в кавказских, хурито-уральских и нахчийских языках мы видим ту же закономерность, что и в индоевропейских. Термины «гора», «скала», «возвышенность» часто выступают синонимы понятия «крепость», «башня», «укрепление». Несомненно, к блоку выявленных Эриком Партриджем схождения Tourist, Towers, Tower, Towering и Туренной, кажется, так и звучит, не знаю. Относительно также и почему-то пропущенное им название легендарной Трои, греческое Троя, Троайн, которое в свете отмеченных выше значений, вне всяких сомнений, означает крепость. Гомер описывает этот город Илиаде мощной крепостной крепостью. При этом следует учитывать, что название Трои не греческое, неотделимое от малоазийской почвы. Действительно, аутентичное название этого города мы обнаружили в хетских текстах, в частности, в аналах Тутхалияса IV, это 13 века до нашей эры. Таруссия, варианты чтения Труиса, Таруса и так далее. Фонетическое созвучие и семантическое совпадение между древнегреческим обозначением этрусков, Туриное, строитель башен, с названием Трои, и так, ну, тут здесь разные версии названия Таруса, Троя, крепость, можно объяснить, по нашему мнению, троянским происхождением этрусков, в чем писали многие древние авторы. В наиболее в полном виде этот рассказ изложил римский поэт Вергилий в Энеиде в первом веке до нашей эры. Что касается научной подачи гипотезы о троянских корнях этрусков, то тут пальму первенства следует вручить болгарскому ученому В. Георгиеву, который впервые обосновал эту идею множеством исторических, лингвистических, топонимических данных. Тщательный анализ древних источников малоазийских, египетских, греческих, латинских, произведенный ученым, устанавливает полное фонетическое и семантическое тождество обозначений этрусков и троянцев. По сути, исследования В. Георгиева показывают, что названия этрусков и троянцев в их аутентичном звучании были полностью идентичными. Следует сказать, что Вергилий описывает переселение троянцев в Италию
следовал не только римским и греческим преданиям, но и в первую очередь этрусским, с которым он был прекрасно знаком, так как сам был этруском по матери. Легенды о троянском происхождении Энея, которого знатные римляне считали также своим прародителем. Вообще у римских патриций подлинная знатность обосновывалась происхождением от Энея или его спутников. Были известны этрускам, начиная, по крайней мере, с 7 века до нашей эры. Интересная деталь. Ромул, основатель Рима, считается 15-м потомком троянца Энея. И если доверять этой родословной, переселение троянцев, этрусков, то есть, в Италию состоялось приблизительно за 350-400 лет до основания Рима. Считается, что Рим основали в 753 году до нашей эры. Иными словами, получается, что Эней со своими спутниками прибыл в Италию в том самом 12 веке до нашей эры, когда пала Троя. Важно добавить, что древнее происхождение этрусков у северо-западного побережья Малой Азии подтверждается так называемой Лемносской стеллой, на котором зафиксирована надпись, составленная на архаичном диалекте этрусского языка. Мы уже приводили мнение авторитетных ученых о том, что этрусский язык является диалектом хуритского. Это позволяет нам допустить, что жители Трои тождественно этноязыковом отношении этрускам также являлись хуритами. Показательно, что причерноморские халибы, то есть халды, народ родственный хурита-урартам, поддержали во время Троянской войны своих этнических собратьев-троянцев. Их войско Гомер упоминает рядом с отрядами шлемоблещущего Гектора, сына Приама, и Энея, сына Анхиза. Рать Галидзонов, Одий и Эпистров вели из Алибы, местонахождение в ней серебра в той стране отдаленной. Но это из Илиады, тут непосредственно перечисляется. Тексты, конечно, очень сложные. Рать, с той стороны, Алиба, так Гомер называл страну халибов, что отмечал еще Страбон. Я думаю, что вот эти моменты Страбона и Гомера используют некоторые наши нарнийцы, пытаясь удревнить некоторые моменты. Они взяли как раз-таки вот с этих текстов и с этой научной работы. Этрусские потомки троянцев не прерывали связи с хурито-урартами и более поздние столетия. В частности, для каких-то ритуальных целей они покупали у урартийцев знаменитые бронзовые котлы, которые в большом количестве обнаруживаются в этрусских гробницах. Многие ученые, в том числе итальянские, считали, что древнейшие корни этрусков следует искать в степях Предкавказья. Любопытно, что и Вергилий в своей поэме намекает на какие-то связи Энея с Кавказом, вкладывая в уста карфагенской царицы Дидоны, разгневанной намерением предводителя троянцев покинуть ее, такие слова: «Нет, не богини ты сын, и род твой не от Дарданы. Круче Кавказа тебя, вероломный, на свет породили. В чащах герканских ты был тигрицей, скормлен свирепой». Энеида, 300, тут князь 4 страница там и так далее. Примечательно, что Эней считался потомком и внуком некого дарданского героя, которого звали Капис, в честь которого были основаны города Капуя Италии и Каппий в Аркадии. Не исключительно, что имя Кап связано с названием Кап-Каф, который с древнейших времен обозначает Кавказ, так и сакральный север, северная гора, первичное обиталище богов. Об этом смотрите в последующих разделах.
Описывая связи этрусков с урартийцами, Немировский отмечает такой примечательный факт. В 20-х годах 20-го столетия, 20 века западноевропейская наука ознакомилась с памятником культуры Урарту и не без удивления отметила параллелизм культурных достижений урартийцев и этрусков. Мюльштейн у обоих народов выявил сходство художественных кованых изделий, треножников, канделябров, бронзовых обивок для тронов. Он увидел у этрусков и урартийцев близкое родство и связь их культур с культурными достижениями крито-микенской эпохи. Знаменательно, что прибрежный город, через который урартийцы осуществляли торговлю с заморскими странами, в том числе и с Этрурией, именовали Тарс, ныне Тарсус, название которого можно поставить в один семантический ряд с разбираемыми нами названиями и терминами. К названию осталось немного, я понимаю, что или мы можем, если хотите, мы можем, конечно, и отложить. К названиям подобного же типа относится наименование этрусской колонии Тартас в Пиренейском полуострове, основанной в XII веке до нашей эры. Историк Петерс так писал об основании этого легендарного города. Тартас был основан этрусками раньше, чем Гедес финикийцами. За это говорит более благоприятное расположение Тартаса поблизости с рудниками Рио-Тинто и господство над Бетистом, Гвадаликвером. Так как Турша этруски около 1190 году до нашей эры вместе с другими морскими народами напали на Египет и получили здесь отпор, то они, по-видимому, направлялись на запад около 1150 году. Основали Тартас, который по всему основателю был назван Турте. Немецкий ученый Адольф Шультен отмечает, что с названием этрусков Тирсенов был связан древний малазийский город Тура. Кроме того, Шультен пишет, что название Тартас в финикийском языке, как и в Библии, звучало как Таршит, или жители Тартесского царя называли Туртоей, от древнейшего названия города царства Турт. Как мы видим, в названиях Тартаса, Турте, явственно обнаруживается разбирательная нами основа Тар-Тур, означающая башня, крепость, укрепление, поселение. Следует добавить, что город Тартас, как и весь регион Южной Испании, неоднократно упоминается в Библии под названием Таршиш, что сближает его с названием наименования троих хетских источников в XIII веке до нашей эры: Таруса, Труиса и так далее. И это лишний раз свидетельствует об этнических связях этрусков и жителей Трои. Выше мы отметили, что между понятиями укрепление, поселение, башня, замок, крепость, возвышенность, гора, скала наличествует не только фонетическое созвучие, но и семантическая взаимосвязь, причем, исходя значением, является обозначающая возвышенность холмов, гор, скал и обрывов. Другую закономерность мы наблюдаем в семантическом взаимоотношении терминов укрепление, поселение, крепость, замок, башня с таким понятием, как крепкий, сильный, мощный, твердый, прочный, крепость, сила, мощь, твердость и прочность. Учитывая эту взаимосвязь, обратимся к древним языкам, преднеазиатским и европейским, чтобы поискать соответствующие фонетические и семантические отражения. Николаев Страхов, разбирая интересующие слово в одном из своих собственных работ, отмечает анатольская проформа Тархуна, дает множество соответствующих хетском, ликейском, лувайском, лидийском, этрусском, древнегреческом и так далее. Восходит к хетским основе тарх, побеждать, мочь. По всей видимости, в этом же блоке понятия относятся, как и уже упоминалось, также урарское тараг, могущественно, сильные, много грамматические вариациями тара, тури, тарги. В этом же ряд понятий, очевидно, можно включить урарту, тарауха, слишком большой, а также урарту, дера, сила. Эти урартские лексемы находятся в бесспорном родственном чеченским терминам таро, возможность, потенциал, тарх, скала.
Возвращаясь к разбирательству, нами этноним следует учесть мнение Баширова, Тесаева, того, что армянская форма произношения этого названия Дурцк может иметь самостоятельное происхождение, а не быть просто транслитерацией грузинского Дурдзук или Дзурдзук. Более того, Баширов считает армянский вариант этого этнонима более архаичным, нежели грузинский. Но на наш взгляд, это мнение требует дополнительного изучения, учитывая очевидную связь названия Дурдзук или Дзурдзук с названием манейской крепости Дурдука-Зурзука, упоминаемой в ассирийских надписях еще в 8 столетии до нашей эры, тогда как этноним Дурцк-Дурцук впервые фиксировался в Ашхарайцуце в 7 веке нашей эры, то есть более чем через 1300 лет. Это дает нам основание считать, что именно название Дурдзук-Дзурдзук являлось первичным, а название Дурцк вторичным. Тем не менее, мы считаем вполне убедительным предположение Баширова и так далее, этимологию армянского варианта, интересующегося нашими этнонимами. На территории Великой Армении, согласно труду Ашхарайцуц, известны такие названия армянские топонимы, как Агдзник, Кырдайчик, Сюник, Гугарк, Тайка, Цопка, Кетка, Татика, Чехука и другие. Все они имеют, очевидно, армянский топоформат, который, по нашему мнению, и обнаруживается в армянском же форме этноним Дурдзук, Дурцк. Что же касается аффикса «ц», то он, можно полагать, является образователем названий субэтнической группы рода фамилии. По крайней мере, этот элемент сейчас известен и наблюдается армянскими фамилиях Адонце, Атасунце, Аюнце, Гарунце, Хачаянце и так далее. Таким образом, древнеармянская форма Дурцк разделяется на 3 части: Дур, Ц, К, и состоит из корня Дур, ушелье, врата, аффикса фамильного принадлежности, и Дурцк, Дуровы, вратники, топоформанта К, Дурцк, и то есть владение Дуровых или владение фамилия Дур, врата. Следует учитывать, что в армянском, судя по всему, мы имеем также термин, совпадающий по звучанию семантики с грузинским обозначением дурдзуков, дзурдзуков. Зор в значении ущелья, то есть горный проход. Специалисты по топонимике трактуют этот термин таким образом: зор, зор, зур, ущелье, долина, овраг. Этот термин входит в состав некоторых названий в Закавказье, в Турции: хребет Зенгезур, протянувшийся в Армении и Азербайджана, Дзарагет, ущельная река, левая составляющая реки Дебед в Армении, села Гихадзор, красивое живописное ущелье, Дзорашен, ущелье селения, Кавказ, Кав, Какавдзор, ущелье Куропаток, Хайцадзор, армянское ущелье, Меградзор, медовое ущелье, Дзорхрабюр, ущелье родников, в армянском ССР села Замзур, Черидзор, Церхидзор, ущелье цветов, в азербайджанском ССР, где существует параллельная азербайджанская форма Дарачичаг, Хайцадзор, ущелье армян, к юго-востоку от озера Ван, на реке Хашаб в Турции, известен термин «дзор» и в составе исторических топонимов Ансавадзор, Джермадзор и другие. На Кавказе, как и в других регионах мира, термины «крепость» и «врата» часто выступают синонимами, поскольку на них возлагалась общая функция запирать какой-то проход, ограждать доступ относительно того, что в случае с дзурдзуками синонимичность терминов «крепость», «ворота» существовали с весьма давних времен. Засвидетельствовано, в частности, у арабского автора IX века Ахмада аль-Балладзори, который, описывая события VI века, отмечает, что персидский царь Ануширван построил
Также ворота Дурдзуки, Дурдзук, который составлял из 12 ворот, из коих каждый каменный замок. Синонимичность терминов «ворота» и «крепость» поступает, к примеру, и в упоминавшемся выше горном поселении Дюра. Специалист по топонимии А.С. Сулейманов пишет: Дюра, склон развалины древнего поселения, сохранившийся от некого мощного замкового укрепления с единственной стрельницей Дюрхойн Бау на левом берегу Дюрхойн Эрк, правый приток Орги, к юго-востоку Итон-Келле. Жители Тира, Цюника, Цюника и Дюра составляли одну этническую группу и называли себя дюрхойцы. Этническое название Дюра, Дюрхой, возникло на основании Дор, горный проход, ворота. В действительности Дюра напоминает горный проход, а дюрхойцы вели наблюдение за Аргунским ущельем в ущелье Дюрхойн, Эрк. Как мы видим, Сулейманов считал, что основа Дор имеет иранское, персидское происхождение. Однако, как мы уже подробно разбирали выше, этот термин Дор, Дур имеет древнее преднеазиатское происхождение, было отмечено во многих странах этого региона, в том числе и в Урарту. Термин «ворота» как обозначение мощных крепостных укреплений мы обнаружили у Ксенофонта в описании восстания сатрапа Кира против царя Персии. Отсюда он проходит в один из 5 переходов парсангов к воротам из Киликии в Сирию. Ворота стояли из 2 стен, из которых одна внутренняя, расположенная со стороны Киликии, охранялась Несием и Киликийской стражей, а внешне, расположенной со стороны Сирии, охранялась, по слухам, отрядом царских войск. Между этими стенами протекает река по имени Карс шириной в Плетр. Все пространство между этими стенами равняется 3 стадиям. А пробиться силой, минуя стены, невозможно, так как проход узок и стены доходят до моря, и над ними поднимаются обрывистые скалы, и на обеих стенах возвышаются башни Анабасис. Судя по приведенному описанию, эти сирийские ворота не уступили по мощи железным воротам, то есть Дербенские крепости, укрепленного города. Крепости обозначались как ворота не только на Кавказе и в Предней Азии, но и в других регионах. К примеру, описывая крепость Рабат, Замджан в Хорезме, средневековой арабский автор Ибн Фадлан называет ее Баб-ат-Турк, врата турок. Интересно, что такое сочетание крепость-ворота мы обнаруживаем и в названии русского города Тверь, основанного в XII веке. Про постройку этого города летопись повествует, что князь Всеволод Большое Гнездо повелел поставить Твердь при устье реки, укрепленный городок. При этом термин «твердь», «крепость» имеет однозначно семантическую связь со словом «дверь», «ворота». Подобная семантическая связь «ворота», «крепость» проявляется почти во всех славянских и во многих иных индоевропейских языках. При этом бросается в глаза созвучие русского «тверь», «крепость» и с ответвлением с отмеченными нами высшеевропейскими и преднеазиатскими терминами значения башня, крепость, турист, тауэрс, тауэр, троя, троин, труйса, таруйса, таруиса и так далее. Вследствие всех изложенных выше фактов можно допустить, что армянская и грузинская форма написания разбираемого нами названия не заимствованы друг у друга, а имеют самостоятельное происхождение, но при этом оба варианта Дурцк опираются на древние преднеазиатские обозначения крепости, башен, замков, ворот. Дур с фонетическими вариациями этого термина в восточных европейских языках, которые мы
обозначили выше. Исходя из этого, мы можем сказать, что в обеих случаях в основе названия Дурцк лежит термин дур, обозначаемое взаимосвязанные по смыслу понятия крепость, башня, замок, ворота. Таким образом, Дзурдзуки, Дурцк, жители башен, жители крепостей, жители укрепленных мест, одновременно с этими жители возвышенных мест горцы. Из всего я всегда обязательно быстро пройдусь по материалу и кто вообще из каких материалов составлен данный параграф про этимологию Дзурдзуки. Дьяконов, Якобсон, Шлюмберже, Дьяконов ассирийские, вавилонские, Алиев, Меликашвили, чеченский ономастикон современный, Баширов, Петридж Эрик, это англичанин, Гамкрелидзе, Меликашвили, Минорский, Виноградов, Чакаев, Дешириев, Крупнов, Харадзе, Новосельцев, Гумба, Гадло, Гиндин, Георгиев, Штайрман, Воган, Гиндин, Цимбурский, Петровский, Немировский, Питерс, Шультен, Царкин, Николаев, Меликашвили, опять Дьяконов, опять Исмаилов, Абрамян, Баладзори, Сулейманов, Ковалевский и славянская энциклопедия Киевская Русь, Московская, это медиагрупп. 40 ссылок. 40 ссылок, которые я... О, нет. Да, 40. 40 ссылок. 40 ссылок, и на сегодня мы как бы на этой ноте, как сказать, по этимологии закончили. Дальше, завтра мы опять же продолжим. Завтра или следующий эфир мы побьем, как говорится, добьем с названием Дзурдзуки эту тематику дальше. Конечно, нордийские чекиндезы могут попытаться сказать там, что якобы Дзурдзуки, или там, если даже Дур, крепость, что крепость башен, это мы знаем, что эти сказки, байки, для нас они не являются ни в коем случае ни достоверными, ни тем более научно обоснованными. Башни на территории Чечни по происхождению намного старше, чем все башни, взятые в остальных регионах Восточного Кавказа. Вы можете это проверить, тут никаких проблем с этим нету. Что касается храмов и всего остального, да, храмы не сохранились на нашей территории, мы это и не отрицаем. Но с учетом того, что наш регион почти что всегда был на военном положении, воевали, были войны, причем ожесточенные войны, более сильно уничтоженные, многих и не осталось вообще. Из того, что осталось, мы, конечно, показываем, какие же башни являются наиболее античные, старые. Конечно, тут стоит отметить, что начиная от самых восточных наших границ и до самых западных границ на территории Нохчичу огромное количество башен было. Поэтому те аналоги, которые сегодня более хорошо сохранились, эти башни, как мы знаем, 18-х, 19-х, некоторые 17 веков, которые более или менее сохранились. Вот. Ничего тут такого плохого нету. Все башни были зафиксированы в советское время, они описаны. Думаю, с этим проблем нету.
Башлам, почему у вас паника с 2018 года? У нас паника. У нас паники нету. Ты, кажется, прокисшее молоко выпил. Паника у вас с 2018 года. А, Проблема в том, что в 2018 году сворованные земли, которые были стихаря в 2009 году прихватизированные, их вернули в 2018 году. И панику подняли вы. Вы видели в Чечне хоть один митинг? Вы видели, чтобы кто-то там паниковал, там движение наводил? Никто ничего не наводит. Все спокойно живут, работают, развиваются. А что касается, если ты имеешь в виду меня непосредственно, или там некоторые ребята, которые после подключились к этой работе, так ну, я, допустим, по своему направлению там, историческому разоблачаю, показываю, насколько лживые пропагандистские темы ведутся в инстаграмах, в интернет-пространстве, на разных конференциях, печатаются книги, пока шла война у братьев, начиная с 2001 года. То есть вот такая вот несправедливость, ее любую ложь нужно опровергать. Но не обвиняя все общество, там, допустим, а непосредственно только тех лжецов, которые есть. Так, сейчас. Башлам. Ой, подождите. Башлам. Ира и Махка сохранились. Да, я знаю, Михаил Сергеевич, я знаю, Ира и Махка сохранилась, причем неплохо сохранилась от храма небольшой. Но я в плане, когда я начинаю говорить о храмовых, замковых каких-то сооружениях, сразу начинается тема, начинают вот наши там Тхабаерды и так далее, поэтому вот Вахтанг ГМК китайцы копируют. Ну, можно. У Нохчи сейчас есть тейп Дзурзук. Так что Дзурзуки это Нохчи. Ну, здесь никто не сомневается. Ну, ваши сказки нас тоже не интересуют. Башни, некоторые отношения к чеченцам. Мистер Кэт. Ну, наши сказки. Так проблема в том, что мы про вас сказки не рассказываем. Нечего рассказывать. В данной ситуации рассказывать нечего. Что можно рассказать 250 лет? Что? Скажи, что можно рассказать за последние 250 лет? Ничего. Это не время для того, чтобы там сформировать или что-то случилось. А дальше рассказывать просто нечего. Просто нечего. Я не оскорбляю, ничего. Просто рассказывать нечего. Какие сказки? Каждая ложь нарнийца, она разоблачена. Там почти что и уже разоблачать нечего. Начиная с флага, начиная с истории. А какую историю ты можешь рассказать? Какую? Ты воевал? Нет. Что ты сделал? Что ты построил? Что? Государство было? Что было? Хоть что-то же должно быть? Нет. Ничего нет, понимаешь? У тебя нечего показать. Вообще нечего показать. Единственное, что башни есть на всей территории Чечни, которые намного старше ваших. Вот тебе я отвечаю непосредственно. Если ты говоришь, наши там вас не касается. Какие сказки? Да никому до вас дела не было. А так, пойди прочитай, у вас там достаточно книг, где и как сформировалось, как появилось и так далее. Что бы ни назвали, какое бы ни назвали вообще что-либо про башни есть у чеченцев, есть у ингушей. Все. Что еще дальше? Хорошо, дальше. Петроглиф. Петроглифов больше в Чечне. Какой смысл в петроглифах
Если ты сам подумай, ты гений просто, вундеркинд. Ты говоришь, если ты древний, но на чеченских башнях столько петроглифов, и они намного древнее. Башни с петроглифом намного древнее. Солярный знак, который вы используете, у нас находится на самом востоке, который вообще с вами не граничит. Я про эги-меги, я не буду никого ничего говорить. Такие вещи я не говорю. Саук дац, саэгивиц. Ты зашел, ты задал мне вопрос, я тебе отвечаю. До 2018 года вы тихо, молча воровали, делали фольклор, музыку, все что угодно. Рисовали карты, все делали. Все делали. В 2018 году это всплыло. Просто всплыло. Почему? Потому что начали вести. Вот. Что касается остального, я за это не переживаю. Вот. Ну, что ты еще можешь рассказать? Я не знаю. Скажи, чем ты хочешь меня удивить. Расскажи, что есть у тебя. Да, правда. У тебя есть буква Ф, которой нет у нас. Кстати, если я не ошибаюсь, у ваших самых любимых грузин буквы Ф нету тоже. Так что можешь шуровать по ландосу. Башлам, ты, наверное, видел блогера под названием Злой Изя. Он очень много умничает. Очень хотелось бы увидеть ваш совместный эфир. Как ты ему затыкаешь рот публично? Пускай приходит. Никаких вопросов нету. Умничает. Как может человек, который нормально не закончил... Ладно, оставь. Ну, Изя большой фантазер. Изя неплохо готовит, материал скидывает, но у Изи одна проблема. Изя Кулумбекашвили, а на самом деле Дмитрий Кулумбеков, являющийся этническим осетином, возомнил себя грузином и вякает что-то про чеченцев. Да, воины, сколько чеченцев жило в Ингушетии, поэтому пускай приходит, пускай то, что он там сидит, вякает, кукарекает, как я не знаю кто. Чего стоило одно его выступление, что якобы в Абхазии воевало на стороне абхазов. Сколько он сказал? 10 тысяч чеченцев воевало на стороне Абхазии, он сказал. Потом он сократил до 2000 чеченцев. На самом деле идиот не знает, не может отличить шило от рыла, как говорится. Поэтому я уже сколько раз разоблачал, говорил, ролики делал, опровергаю, смысла нету. Он выполняет чей-то заказ. Вот и все. Ему бы порекомендовал я всем, кто занимается чужой историей, заниматься своей. Вот он, Дмитрий Кулумбеков, должен заниматься историей своей непосредственно осетин, допустим. Пускай занимается историей кударцев, я не знаю, своих, или осетин. Хотя многие осетины писали и оскорбляются, когда говорят, что он осетин. Поэтому я не знаю, подумайте сами, стоит ли, не стоит. А так они могут любые, пускай приходят. Любой из них, я и в прошлом эфире сказал, и в этом эфире сказал. Никаких проблем нету. На свободную тему пускай приходит, расскажет, были ли у нас взаимоотношения с Грузией, не были у нас взаимоотношения с Грузией. И все остальное можно без всяких проблем об этом поговорить. Вот. Вонять там, найти каких-то ночных нечаянно. Башлам, брат, ты грозненский? Да, я грозненский. Ну, я уже последние 18 лет живу в Грозном. А точнее, Сюэльжгал, Нохчичу. А так я родом из селения Бердекель. Вот так вот. Такая вот тема.
Да, обязательно. Подождите. Нет сообщения, прислали. Послушай, вот ты прислал сообщение мне, да, по тому номеру. Если, еще раз я повторюсь, если придет донат или поддержка моему каналу, я с Калинина. Ну, Калинина это через дорогу от меня. А, Если ко мне придет донат, поддержка, я скажу, что пришло. Ну, ничего не было. Я никогда никого не обманываю. Хотя вроде бы меня упрекали в том, что я работаю. На кого там я чуть ли не работаю. Башлам дзурдзук, дзурета, дзурд... Ну, я знаю, что материалы, которые я вам зачитал, очень трудно. Я хотел об этом как раз-таки сказать. Отвлекся до этого нарнийского утырка. Друзья, мои дорогие друзья, подписчики, ночные волки, которые всегда со мной. Э, Материал древней истории Предней Азии, Ближнего Востока, он очень сложный. Многие не любят, тем более читать не любят. Но вы должны понимать, когда вы читаете вот эти материалы, которые есть, допустим, которые я вам зачитывал, они все взаимосвязаны с друг другом. И конечный итог, он в конце концов непосредственно ведет к чему-то, к логическому выходу. Бюстик хуюл вежри, дал южил, я вюзил, Мэри, да, юзил. Поэтому материал сложный, нужно запоминать века, там, года и так далее. Но эту версию сурду ойска хребта, оно, видишь, научно, вот ты сказал как версию, ее научно нужно подтвердить. Научно это не подтверждается, допустим. Этимология слова дзурдзук э, обосновывается немножко другим. То есть оно намного древнее, чем мы можем представить. А пришло оно непосредственно с Урарту, которое подтверждается и ассирийскими, и многими другими, которые я сейчас повторять не буду, сегодня зачитывал. Можете пересмотреть, просто послушать, что написано в этой книге. И дальше уже будет понятно. Вот, поэтому ворота, ущелья, скал, там же он перечисляет все. То есть ко всем они имеют друг к другу отношения. Вот. Я не говорю, Ваша, но я не говорю, что это не так, что ты не прав. Я не утверждаю, запомните. Башлам, по твоему мнению, насколько можно доверять грузинским исторической книге Хартлес Ховреба? Ну, доверять, ну, друзья мои, я не знаю, доверять, я не могу сказать, можно ли доверять. Однако, когда вы рассказываете что-либо, вы должны ссылаться на что-то. А если ты ссылаешься на карты Сховреба, там, Леонтия Мравели, Вахушти Багратионы, там, и так далее, и тому подобное, ты используешь то, что есть подтверждению твоих слов. Почему я зачитываю? Наши нарнийские утырки с севера, запада, там, с востока, точнее, севера нету, запада, востока, всегда любят упрекать, вот ваши сказочники, ваши историки сказали, вот вы сами придумали. Я специально Адлан, брат Адлан задонатил, Адлан, да, оставил донат, да, духуахуэл. Вот донат как поступил, сразу от Адлана я зачитал. Адлан всегда на мой номер тот же самый, он всегда вот на эту сбербанковскую карту вечно донатит. Адлан, да, оставил, да, духуахуэл. В любом случае, чтобы не было вот этого, чтобы вы не говорили, вот вы там ссылаетесь на ваших историков, вот только ваши это делают, по-другому никак. Я специально вам даю материалы и зачитываю, кто перечислил азербайджанские, армянские, грузинские, немецкие, русские. Это ученые, которые
э, многие ученые вне политики, то есть они публикуют из совокупности их работ исторических, ты находишь схождение со своими работами, и уже непосредственно ссылаетесь друг на друга, и ссылаясь друг на друга, подтверждаете, выставляете свою теорию или свою гипотезу, которая подтверждается другими более сильными, именитыми историками. Понимаете? Завтра, послезавтра мы уже этот список, плюс уже к тому, там, допустим, Хасан Бакаев или там Джамирзаев, без разницы, добавляя их, я уже буду составлять свой материал, грубо говоря, говорилось, он подтверждает это, добавляя, если я что-то новое дойду, допустим, я говорю вот так-то, так-то, это мое видение, это моя гипотеза, и она подтверждается непосредственно там остальными учеными. Поэтому говорить о том, что грузинским ученым можно ли или нельзя доверять, ну как нельзя доверять? Джавахашвили, Меликашвили, да. Ну посмотрите, Харадзе, все они подтверждают слова многих наших ученых. Грузинские ученые более или менее непредвзято относятся к нам. Вот. Поэтому мы должны понимать работу. Нельзя просто так говорить, можно ли доверять. Стопроцентная информация есть только у Всевышнего Аллаха. У нас есть предположение только. Но я очень заметил одну тенденцию, когда наши нарнийские друзья начинают просто плакать, и у них разрывает там пуканы, и они начинают говорить, вот ты на кафиров ссылаешься, вот ты на кафиров. А на кого ссылаться? По сути, кафиры это неверные, но все научные труды в основном у неверных. У арабских источников, если брать, очень мало, и они косвенных подбирать, то есть одну-две ссылки ты можешь найти, дальше нету. А на кого основываться? Как писать о своей древней истории? Как найти общие корни? То есть, когда ты ездишь, там, получаешь паспорт, когда ты ложишь их деньги в карман, Европа, Америка, это не кафирские деньги, это не кафирские машины. А когда Башлам опровергает кого-то или говорит об истории, что там говорится, здесь говорится, это оказывается все кафиры и все плохие. Но мир такой. Есть христиане, есть буддисты, есть мусульмане, есть иудеи. В этом мире нужно жить. Говорить, что один. И Фатима, кажется, Фатима задонатила. Фатим, да, сайо, донат. Да, дупья, хвел, бурдиснег, эзаршка, соуду летела, и наша сестра Фатима задонатила. Там еще было сообщение, но я не успел быстро прочитать. Вот. Когда приходит донат, сразу у меня сверху экрана показывают, что поступил донат. Это имеется в виду у Сбербанковской. Вот. Поэтому, конечно, их вопли, сопли, они тщетны. Гарипекин мусульман. Не, ну, нет, так-то и Гарипекин, и Вахушти Багратиони. Но послушайте, когда я говорю о каком-то, допустим, Мар, один из самых лучших ученых, лингвистов, историков, без разницы, или Берже, один из сильнейших историков. Когда говорю, они говорят, нет, это не подходит, он плохой. А вот Вахушти Багратиони, якобы он грузин, он не русский, поэтому говорят, ну Вахушти Багратиони уехал и умер в России. Он там тоже считается там святым или не святым, он там похоронен, он жил в России и умер там. Что с этого? Что с этого? Я не могу понять. То есть, когда вы используете свои материалы, вы красавчики. Ну, Блюменбах вообще, Блюменбах немец. Что там уже говорить о Блюменбахе. Да, работами Блюменбаха они и не знакомы многие. Если где-то что-то нужно. Да не писал. Я же разоблачал это. Они взяли, вырезали сверху две строчки Гарипекина, а там третья строчка говорит обратное как раз таки. Посмотрите просто. Вы просто не читаете тексты.
в Инстаграме, куда я Facebook закидываю, в Твиттер, я везде же публикую. Прочитайте, там же немного, небольшие тексты. Я знаю, что наш народ не любит читать. Я знаю, если это не видео, не так кайфово. Прочитайте, поставьте лайк или, ну, посмотрите. Все, что я закидываю, в основном, это для вас. Или ваше здоровье, или же ваша там, или наша религия ислам, или же это наша история. Лишнего я ничего не закидываю. Пытаюсь не закидывать. Насчет кафиров, то, что они говорят, это вообще идиотизм. На то пошло, они любят христиан, грузин больше, чем своих мусульман, братьев, если судить по их тупой логике. Гарри Пекин писал, что ингуши чеченское племя, но это они пропускают. Абсолютно верно. Башлам, скажи, что он писал на самом деле. На самом деле там говорится от того, что они отошли, если я не ошибаюсь, сейчас дословно не могу, от того, что они отошли, более древнее считается там, считал он как бы ингушами, но там дальше есть продолжение. Но на самом деле было все иначе, честно вам сказать. Но я не хочу сейчас этого. Карипекин, честно вам скажу, ну, это не, это уровень местного такого местечкового э, исследователя. Не ученого, а исследователя. Ну, прочитайте, вы же Гарри Пекин, вбейте, посмотрите, какой он ученый, какие у него звания, что он сделал. И вы сразу поймете, кто он был. Точно так же вбейте Вахушти Багратиони. Автобиографию этих людей сперва. Ознакомьтесь, что это за человек и насколько ему можно доверять. Посмотрите, кто такой Берже, посмотрите, кто такой Блюменбах, какие работы научные, и вы просто офигеете, на самом деле, какие это, на самом деле, что Лаудаев никогда не был ни историком, ни этнографом, никем, это российский офицер. А его везде, особенно Красный Горшок и ему подобные норнийцы с востока и норнийцы с запада упрекают, вот ваш же Лаудаев написал, ваш же историк. Да он не историк, он не этнограф, понимаете? Будь ему неладно. И многие, которые пишут, это или горе какие-то писатели, которые просто хотят своеобразно хайпануть на теме. То есть оскорбить чеченцев, принизить чеченцев. Даже некоторые являясь, я не знаю, могу ли я сказать, что они являются частью нашего народа. А возможно, это просто, ну не знаю, полукровки какие-то, которые обижены на наш народ. Может, что-то не досталось, может, чего-то их лишили. Но оскорблять целый народ, свой народ, с учетом того, что ты горе-ученый, который не можешь дважды два, грубо говоря, выяснить. Ну, дважды два, может, и сможешь, а дальше что? Дальше что? Я ни в одном эфире за все эти 4 года не оскорблял народ. Я не оскорбляю. Ну и будь то Гарри Пекин, Берже, Потта, Граббе, если я ссылаюсь, да, конечно же, есть моменты, где, вот, допустим, про Ермолова я не могу ничего хорошего сказать. Ну, нету моментов просто-напросто в истории моего народа, где его можно хвалить. С точки зрения обывателя, я это говорил, с точки зрения Российской империи, вполне возможно, что он был хорошим. С точки зрения российской вот, мысли российской царской армии или того периода. Возможно, он был красавчиком, возможно, он был устрашителем, завоевателем, но не для моего народа, не для меня, понимаете? Потому что мое происхождение, сынок чего? Я был им, буду, и все, иншаллах, ни один, ни мой ребенок, никто, ни моих братьев, сестер, кого бы не было. Никогда в жизни, иншаллах, пока мы живы, они будут твердо стоять на ногах и с гордостью носить имя своих предков. И это должен понимать каждый ночью. А если ты за 7-минутные какие-то бабки или славы, или диплом, ты попытаешься сесть и, я не знаю, перед кем-то красануться, оскорбить свой народ, есть много моментов. Много моментов есть в нашей истории, где и плохие черные пятна, так сказать.
Антигерои есть среди нашей истории. Но это наша история, и мы сами осудим его. То есть свой народ сам осудит его. Вы должны это понимать. Если я буду собирать антиподы каждого народа, с каждого народа, а они есть везде. У кого их нету? Назовите одну нацию, в котором все идеальны и в котором нету антигероев. На Кавказе я имею в виду. Дальше я не иду даже. Начинают, вот мы братья, вот ты против Сюли там и так далее. Я не против Сюли, я же объяснил. Я против тех, кто живет в домах моего народа, моих братьев ауховцев. Их дома, их земли, я говорю, верните по закону возвращения после реабилитации всех народов. Они вернулись, отдайте им земли, отдайте им, я не знаю, мечети, отдайте их дома. Но не паскудничайте, не перепродавайте, там другим делайте все, чтобы выкурить оттуда. Вот. Они живут на своей земле, их выкуривать не нужно. Понимаете? И таких моментов очень много. Тупорылые норнийцы, когда произошел инцидент в 2019 году в Грузии, в Панкийском ущелье, писали комментарии, что якобы чеченцы хотят отторгнуть землю в Панкийском ущелье, присоединить к Чечне. Они настолько тупорылые, они даже не знают, что Панкийское ущелье не граничит с Чеченской республикой. Вот настолько они идиоты. Ну что я с этими людьми буду говорить? Что я буду говорить? Если вы говорите, что вот мусульмане, ну, будет ли мусульманин жить не в своем доме, не на своей земле? Нет. Будет ли мусульманин там пытаться там старые могильные плиты, где очень старая дата, отковыривать? Ну, много таких. Монументальную плиту имама Алим Султанова разбили. Им не понравилось, что имам Алим Султанов описал о том, что Байсангур Биноевский был в Гунибе. Или то, что это спел бард чеченский имам Алим Султанов, или это спел чеченский бард Тимур Муцураев. Но они брали за основу какой-то исторические непосредственно материалы. Полевые, не полевые. Без разницы. Извините. Поэтому какие-то непонятные персонажи, то ли мужского, то ли женского рода, сидят, обсуждают не свою историю, там, ладно, или своей матери там историю, или своего отца историю, я мог бы понять. Но в жизни ты в лицо-то ты не скажешь ни одному чеченцу это. Ни одному ногчу ты этого не скажешь. Начинают, вот, чачане, они жили снизу, в горах были кистинцы, были дзурдзуки, этому, ну что за дебилы? Что за дебилы? Все тейпы в низине, кто проживает в низовьях, где более плодородная земля, все горные чеченские тейпы. Только ублюдок, тупорылый баран, можно сказать, в горах живут дзурдзуки и кистинцы, они вот чистые, а вот на плоскостной территории, это получается, чтобы у вас было понятие, все, кто живет ниже Шатоя, это никто, не чистые, а все, кто выше Шатоя, это чистые. Чтобы у вас было понятие, я хочу объяснить для каждого представителя нашего народа. Вот если географически и статистически взять, горные все районы Чечни это плюс-минус 100 тысяч населения. Остальные 1 900 000 это уже плоскостные. Почему? Плоскостные земли плодородные. У нас самые богатые поля, где очень хорошо, по милости Всевышнего Аллаха, хорошо растет пшеница, рис, ну все остальное. Для того, чтобы кормить огромное население, они спустились на свои плодородные низкие земли.
А то, что какой-то дебил там решил назвать отселение, пришел завоевать, увидел там где-то селение или что-то, назвал там Чачане и так далее, это их проблемы. Наше исконное название Нахчи. Мы всегда себя так называли. А то, что какой-то Иван пришел и он захотел иначе назвать, это не наша проблема. И каждый представитель нашего народа должен знать это. Когда мне говорят, ты чечен, я говорю, нет, я Нохчу. А потом, а что это? Я объясняю. Мы сами себя всегда называли Нохчу. Вы пришли, нас назвали чечены. Шашаны, чечены, цацаны. Понимаете? У нас ни название чечены, ни Нохчи, это не название тейпа. И мы не пытаемся весь народ, все остальные равноправные тейпы назвать этим же именем. То есть, сейчас вам объясню. Была бы, вот представьте себе, если бы мы пытались заставить все тейпы называть себя, ну не знаю, возьмем любое такое, центароевцами. Вот весь народ должен называться Цуантрой. Или Эхшбатой. Или Бейной. Или Ваштрой. Вот весь народ должен называться. А ты говоришь, подожди, ну Ваштрой, или Бейной, или Цуантрой. Это же название тейпа. Это такой же, как я. А почему мы должны называться? Чеченцы или Нохчи, это не название тейпа одного. И мы не пытаемся под него всех подмять. Когда начинают говорить Нохчи, вы пытаетесь под Нохчи всех подмять. Но Нохчи или Нахчи это общее название. Это не название одного тейпа. Понимаете? Поэтому каждую вещь нужно понимать. Если они называют более горные части, называют чистыми, то есть дзурзуками, кистами, а всех снизу чечанами, ну извини, тогда все земли севернее от Назрани, то есть вверх там Малгобек, Ачалуки, Мачалуки, все остальные, те, кто там проживает, кто они? Они тоже нечистые? Ну, по вашей логике, если судить. Я вообще говорю тем баранам, которые вечно упрекают этой картой в Ахуште. Вот вы, особенно этот маразматик, старый барин, когда начинает, вот от аварских ханов, ну ты дебил просто-напросто. Идиот. Почему? Я объясню. До прихода туда, там же написано дальше, когда он пришел, увидел надпись Чачантала, урочище, там его побили. В то время там казаки уже. В то время там уже те казаки на Сунже стоят. Они побили, от них он убежал, год прожил под Кизляром и просил, о величайший падишах, отдай мне эти земли. Дальше что? Он же просил у кого? У русского царя. Есть это прошение, вы можете в интернете, я его публиковал. О, великий падишах, дай нам эти земли, на которых там, опять же, этот чечен аул и все остальное. Когда начинают об этом говорить. Опять же, я вам зачитывал про князей, будь то Турловы и все остальные. Я зачитывал вам эти указы. Там написано четко, до тех пор, пока они не усилились, они платили там определенный налог. Не дань, а налог. Когда они укрепились, то есть начали все больше и больше возвращаться и спускаться с гор, дали по шапке и прогнали оттуда. А он бежал, послушайте, если он настолько владыка, он бежал к царю, царским наместникам, администрацию и просил выделить и помочь им, чтобы наказать этих чеченцев, и чтобы они опять стали под его, грубо говоря, козырек или под его владычество. Какое это
извините меня, хан, нуцал, князь, если он бежит к царю просить помощь, чтобы нехороших чеченцев угомонить и чтобы они опять платили. Но извините меня, тогда сегодня, на сегодняшний день все субъекты Российской Федерации так и живут. Тогда вы тоже данники сегодня. Поэтому эти вещи нужно объяснять и пояснять. Мы, еще раз повторюсь, мы рассказываем историю не для разжигания межнациональной розни, не для того, чтобы ссорить между собой кого-либо. Мы рассказываем историю, чтобы не допустить ошибок, чтобы противостоять лжи. Со мной оскорблять. Вы знаете, когда вы мне написал, ты видел, как о тебе там написали под Амадом Бархо, там про тебя написали и так далее. Вы знаете, если человек, если он, конечно, это не человек, не женщина, женщину оскорблять не хочу, женщина имеет намного мужества, потому что они под скрытыми никами прячутся и искажают имя. Если человек начинает свою дискуссию с оскорбления, а вот вы заметьте, именно у этих, у норнийцев, они начинают с оскорбления, у них или гениталии материнские, отцовские, женские, мужские, без разницы, они с них начинают, или с какого-то искажения начинают. Вот у них вот это, они без этого не могут. Если человек начинает с этого, дальше и читать не нужно этого человека. Зачем мы будем общаться с каким-либо отребьем? Зачем? В лицо он не скажет, за спину очищает меня и вас от грехов. Опять же, аргументированно ответь мне, в чем я не прав. В каких? То, что вы землю стырили, я не прав. То, что граница была иначе. То, что карты вы лживые подсовываете. Без разницы. Я любой говорю. В чем я не прав? Приди и поясни мне это, если у тебя есть доказательства, есть мужество. Я могу ошибаться, я человек. Я могу ошибаться, и я признаю, я же говорю. Но все, кто пришел, единственный один раз я допустил грубейшую ошибку, когда ко мне пришел гость, вот этот, я не знал, что он умственно отсталый, мне сказали, что он академик и так далее и тому подобное. Я промолчал, потому что он был взрослый, он когда начал рассказывать, что там чуть ли не от печенегов и варягов все они там, я не буду называть, соседний народ произошел, от них произошел весь мир, я промолчал. И то, как воспользовались, я по адатам своего народа принципиально промолчал. Почему? Старше был меня на лет 20. И я думал, что это реально ученый, и просто не стал его обижать. А восприняли это каким образом? Опять же, я его уже поймал, несколько раз поймал. Я сказал, что нету подтверждений, нету документов. Он сказал, я тебе скину, я скину. Я взял, скинул, просмотрел про Ташухаджи и посмотрел все остальное. Оказалось, ни больше, ни меньше, просто версия кумыков о происхождении Ташухаджи Саисанской. Но никакой информации не было. Он сказал, что предоставить информацию, что Ачирхаджи Кумык, что у него там есть цепочка. Я сказал, предоставь. У меня есть живой человек, который говорит, я прямой его потомок. Что он из Тейпа Гендергно, и что он чеченец исконный. Нохчу. А он не смог предоставить. Он сказал, что Ташухаджи там кто-то есть потомки, которые из Иордании подтвердили, и из Турции. Я сказал, предоставь. Опять же не предоставил. Он сказал, что чеченцы из Иордании подтвердили, что Ташухаджи был кумыком. Я сказал, предоставь, потому что у меня среди иорданских представителей моего народа, мухаджиры, которые живут в Иордании, это мой народ. Я с ними найду язык. Дай мне данные этого человека. Не дал. Так кто лжет, я или он? Ну, потом я уже понял, когда он оказывается больной. Мне объяснили сами соседи, кумыки, ребята, вполне достойные, хорошие ребята, сказали, что это больной человек, что он там всякую ерунду несет. Ну, больной дал маршал 20. Вот.
Опять же, я вот ищу эти моменты, закинул наш генерал стратегического назначения, да, закинул новость опять, что самые большие 4 мечети построил Ермолов. Начал я искать материалы. Не нашел ни одной мечети, честно сказать. А оказывается, откуда он это все взял? Есть момент, где говорится, что якобы выделил деньги, что намерение выделить деньги на построение мечети. Не указывается ни селение, никакая мечеть, кто где построил, что она самая большая, Нету этого ничего. То есть он задумал выделить. И не сказано, что он выделил, что расходник, что есть такое. Нету этого. Нет этого. Понимаете? То, что когда он рассказывает там, что есть какой-то урус, который пьяный там предоставил информацию про ингушей недостоверную, он начинает говорить. Я не знаю, честно сказать, кем был этот урус. Был ли он чеченцем, или был ли он ингушом, или кем. Я не могу сказать. А этому Д'Артаньяну я точно не верю. То есть в этом случае, где когда-то нужно, в этом случае, когда ты начинаешь говорить про Вахушти Багратионе, допустим, я говорил много раз, я говорил братьям ингушам, когда мне начинали, вот же Вахушти говорит, вот же Вахушти говорит. Ну, Вахушти я тоже могу использовать, но я говорю, Вахушти написал многие вещи очень оскорбительным. Догадайтесь, как они мне вот на сегодняшний день уже, в то время они не догадались ответить, а сегодня они уже мне говорят, как, когда говорится о территориях и народах, он говорит, это правда, то, что Вахушти говорит. А когда говорит про женщин, оказалось, что он рассказывает про чеченцев и ингушей, а когда говорит про женщин, он начал говорить про осетин. Ну, вот насколько нужно быть? Причем тут осетины? Осетины, очень много материалов у грузинов про осетин, очень хороших материалов про осетин у грузин. И они, по сути, честно вам скажу, они ближе к ним, и взаимоотношения у них более глубокое, и вера у них одна. И на сегодняшний день осетины спокойно посещают Грузию, и никаких проблем с этим нету. Это хорошо, дай Бог им, они имеют на это право. Однако ни чеченцы, ни ингуши, ни дагестанцы до сих пор не могут нормально поехать в Грузию, если прописка местная. Даже если у тебя там квартиры, бизнес и все остальное. Не могут. Вот элементарно же, в этом даже уже понятно. Я говорю, у меня великолепное, хорошее отношение. Я уважаю, ценю грузин, люблю грузин. Потому что среди них не то и по вере есть мусульмане-грузины. И взаимоотношения были разные в разные времена по-разному. Однако это не говорит о том, что я должен забыть Гвишани, Берия и все остальные. То, что в Кавказскую войну было очень и Багратиона, и всех остальных, которые воевали у меня и убивали моих предков. Совместно, я исторически говорю, я про историю, прошу не путать. Совместно с царскими и российскими войсками они заходили через горные ущелья и воевали против горцев Северного Кавказа. Но я из-за этого не обижаюсь на всех грузин. Это история, хорошая ли. Однако Зviad Gamsahurdia получил убежище по-братски. Что об этом говорить? Первый президент, легитимный президент Грузии. Zviad Gamsahurdia. Хорошие моменты были. Были. Были ли плохие моменты? Были по-разному моменты. Если раньше можно было сказать, что вот в то время царская империя заставляла, но на сегодняшний день же не заставляет. Никто Грузию не заставляет сегодня налаживать прекрасные взаимоотношения со своими соседями. Стоит ей только захотеть.
В чем проблема? В том, что субъекты Российской Федерации, ну, субъекты Российской Федерации это второстепенно. Соседи. Мы никогда отсюда не уходили, мы всегда есть и остаемся здесь. Правильно, если делать подход, правильно взаимоотношения дружеские. Все будут завидовать, если только захочешь. Не нужно обвинять Россию. У России свои геополитические интересы. И если и у Грузии свои геополитические интересы, ну, геополитические я не скажу, но, по крайней мере, свои интересы. А куда деваться всем остальным? Соседям, которые хотят хороших взаимоотношений. История-то есть, и она порой повторяется в хорошем случае или в плохом случае. Я никогда не говорил плохого ни про кого. Но когда начинает какой-то, я считаю вину, реальную вину, может быть, только из-за того, что человек, не являющийся этническим грузином, сидит и всем балаболит и говорит, что он там за Грузию там и начинает вонять на всех чеченцев. Ну ты не грузин, ты никто, да. Если первому чеченцу ты попадешься какому-нибудь, не те, которые тебе денежки переводят, приезжают к тебе там подмазывать, нет. Доллары дают, не такие. А вот встретишься с настоящим ночью, и он тебя узнает, тогда уже совсем другое дело. Там красные шортики тебе не помогут с танцами. Понимаешь? Я думаю, ты понял о чем. Многие хотя поняли о чем. Поэтому занимайтесь своей историей, если кто-то там левак. А что касается взаимоотношений, ну, начинают наезды, приходится отвечать. Вот больной баран, оставь его, ты оставишь, занимайся своей историей туда. Да нет, этого больного барана вырезают, потом закидывают. Это как он рассказывал, что адыгские князья за кусок металла на косу чуть ли не оберегали любого самого низшего сословия кого-то. Ну, это такой бред просто-напросто. Это такой бред. О чем вообще речь? Вы пойдите, прочитайте свой договор 1810 года или 810 года. Прочитайте. Не стоит трогать адыгов. Не стоит трогать ногчи. Да и никого не стоит. Все, кто вокруг, они взаимосвязаны. Очень даже взаимосвязаны. Историей, родством и так далее и тому подобное. Что касается воровства, вы украли, мы украли, я сделал, мы сделал. Ну нету. Несмотря на то, что самый маленький регион с маленькой землей, как вы любите упрекать, нету чистоты крови. Ни у кого. Не верите? Возьмите книги. Просто, может быть, я не делаю этого. Есть родственные отношения с кабардинцами? Есть. С балкарцами есть. Осетинами есть. С грузинами есть. Ну, с чеченцами и подавно. Если есть со всеми ними, я уже не говорю и с аварцами, и с кумыками, есть. Если есть со всеми родственные отношения, взаимоотношения, вы же там любители имама Шамиля, вы же любите ездить там на историческую родину имама Шамиля. 4 года упрекали нас этим имамом Шамилем, а сейчас поехали, оказывается, на родину имама Шамиля. Имама Кавказа, последнего, третьего, четвертого имама Кавказа, да? Четвертый имам, третий Кавказ, третий имам, четвертый имам, разницы нету. Который 20 лет возглавлял чеченцев и дагестанцев. Упрекали, оскорбляли. Ими попрекали, а потом резко решили переобуться. Вот так вот.
Опять 25. Хорошая тема, конечно, но это, конечно, да, ничего. Я, знаете, почему вот рассказываю эти моменты, почему людям даю знать? Чтобы сняли розовые очечки и перестали нести чушь. Тот, кто является братом, тот, кто является настоящим братом, частью нашего народа, Уаллахи, биллахи, таллахи, мы братья, и двери всегда открыты. А тот, кто никогда им себя и не считал, а вечно делает подлости из-за зависти и всего остального. Опять заметьте, без разницы, какой бы это национальности. Чеченская, наша родина, Нохчичу, Чечения, она многонациональная на сегодняшний день. У нас разные национальности живут. Адыги живут, адыгские народы живут. Дагестанские народы живут у нас. Да, не так много, но живут. Нагайцы живут. Терские казаки живут. Турки-месхетинцы живут. Грузины живут. Это те, которые не наш народ. Азербайджанцы живут. Насколько я помню, одна или две семьи, по крайней мере, из тех, которых я знаю, армяне живут. Русские, само собой, живут. Украинцы живут. Вот то, что я перечислил, это вот их, конечно, не сотни тысяч. Их, конечно, там не 50 тысяч. Семья, 2, 10 приезжают, остаются, работают. Они граждане России. Понимаете? И нету вот моноэтнического такого региона, где их нету. Нету. Вот что самое важное. Везде вот это вот. Таков мир. Сегодня самоизоляция невозможна. Ну, невозможно, потому что так получилось. Даже Афганистан, вроде бы такой вот, традиционно всю жизнь воюющийся. Видите, сегодня они ездят везде, налаживают взаимоотношения, все, пытаются со всеми наладить. Иран закрыт, то же самое. Несмотря на свою закрытость, Северная Корея, то же самое. Я не про режимы говорю. Понимаете? Я говорю конкретно про народ. Есть и китайцы, и все там помогают, чем могут. И свои политические интересы проталкивают. Поэтому, начиная с истории, заканчивая там более геополитическими какими-то процессами, конечно, в мире происходит очень много всего разного. Начиная от всемирных заговоров, хотя многие не верят в теорию заговора, но он есть, нравится нам или нет. Заканчивая вот такими выдумками, когда начинает, заходит, он заскочил сегодня один Чингачгук и начинает мне говорить, почему вы, говорит, с 18 года что-то, что-то. Вот представьте, человека нету ни стыда, ни совести. С 18 года, говорит, мы что-то сделали там, почему вы так подрываетесь? Он не понимает, что я его могу поймать просто на том, что с 18 года у нас ничего не поменялось. С 18 года мы вернули украденные земли, установили границу, подарили 8 сел по-братски. И дальше восстанавливаем свою республику, свою горную часть. Галанчёжский, Серноводский район, Очхой-Мартановский район. Мы делаем то, что мы умеем. Возрождаться, строиться и усиливаться. Это во всех планах истории. Что касается взаимоотношений с теми, кто благосклонный и по-братски относится к нам, мы всегда относились хорошо и будем относиться. Чужого никогда не надо, но и свое возвратим и возвращаем. Все просто вопрос времени.
свое имеется в виду вот в плане несправедливости по отношению к себе. Не надо, мы ни войной, ничем, не нужно вот эти мирными путем учиться, понимаете? Да, я знаю, что было. Я вот просто я эти моменты пока еще не затронул. Оставим это. Оставим. Но это не в первый раз, Табулат. Ты же знаешь, что это не в первый раз. Машлам, ты заметил, что многие чеченские наибы при имамате были мюридами на пути тариката? Немногие, наверное, я бы сказал, может быть, и все. Вот. Вот такие вот дела. Хотел все, чтобы за один эфир не было, чтобы в одном эфире все. Но мы постараемся с вами понемножку встречаться, просто не всегда получается. Вот. Многие стали, по крайней мере, беднее. Во время войны близко не проходили к Шемилю. Ну да, это есть такая тема. Есть такая тема. Если честно, Валай, мне не интересно просто какие-то местные совместные проекты, то, что было, интересно. Но вот сколько они обливают, сколько они лжи льют, просто вы не представляете. Я смотрю записи 1989 года, их выступления в Грозном, в то время, кто там возглавлял, кто был в авангарде. Какие они хвалебные слова говорят. Вот мы братья, мы это, мы то. Не проходит 20 лет, ты видишь выступление, я молил, делал дуа, или молил Всевышнего назло чеченцам, чтоб ты мне помог. Ты насколько человек должен быть лицемерным. Сейчас ты одно говоришь, через определенное время ты другое говоришь. Вот. Мы сегодня собрались у братьев, мы с братьями вместе на одном видео. Его же видео берешь через 20 лет, незаконно отторгли. И вообще, оказывается, Гарибеков отдал наши районы. Ну ладно, я могу понять, если это там говорят безграмотные люди, которые не имеют, ну там, грубо говоря, ни образования, ни стыда, ни совести. Но интеллигенция, в кавычках, которая себя таковой называет, я, конечно же, я не знаю, честно сказать. Не знаю. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Но ничего, мы тоже, иншаллах, объединяемся, объединились давно уже. Мы единый народ, ауховцы, кистинцы, все новчи, мы один народ, как единое целое. Почти что все ауховцы, все, кто учится, поступили в свой родной университет на своей исторической родине. Вот. Хадж, зикры, все вместе. Поэтому это большое богоугодное дело, когда народ стал единым. Вот. И я этому очень рад. Чем больше будет такого. Я в последнее время вот замечаю, и браки у нас очень активно. То есть раньше если улирда агари, сейчас аух ерзуд хаялю, аух ерзуд дают, а это имеет огромное значение. С востока, с запада, поэтому дикник дудамула. Ладно, уважаемые мои друзья, прошу меня простить, но сегодняшний лимит у нас исчерпан. Я Ибраима попросил сказать, что завтра, то есть вчера должен был быть эфир, но, к сожалению, не получилось. У меня возникли непредвиденные обстоятельства,
Поэтому прошу прощения, что вчера не смог выйти в эфир. Вот, Милтон Фридман. Милтон Фридман, я не знаю уже, как у меня получится финансово. Я всегда говорю, у нас стандарт на пятницу, субботу, воскресенье. В эти 3 дня я постараюсь вот проводить эфиры, если у меня финансово получится. Но месяц не проходил, так что месяцами я не обманывал. Вы меня поймите, сацажим аскер хуансио сахарча, нахарчио сахарчуик цело, ценислоса. Вы знаете, я пока в гостях, как говорится, еще не у себя дома, но скоро эфиры буду проводить у себя дома. Вот. Да и сейчас у многих людей проблемы. Многие там, грубо говоря, не умеют. У меня аудитория в Ютубе более старшее поколение. Они донатить не умеют. Молодые пока заняты совсем другими. Им не до донейшена или не до истории, не до политики. Они проводят время в тусовках, прогулках. Хотя я сам говорю и призываю, чтобы больше ходили, спортом занимались. Но вот такая вот больная тема, очень острая, нужная тема, к сожалению, нашими молодыми людьми подхватывается в последнюю очередь, что является большим минусом для нашего народа. Почему я это говорю? Потому что проблему нужно решать. И при решении проблемы должны быть и молодой, и старый, и все вместе. А иначе любой враг объединяется, любой враг делает все, чтобы сделать так, чтобы максимально нас рассредоточить, рассеять, обмануть и делать свои коварные подлые делишки, кто бы он ни был. Поэтому берегите себя, помогайте друг другу, подписывайтесь, приглашайте больше к нам подписчиков с достойными нашими братьями любой национальности. Мы будем, иншаллах, достойно, будем любить, помогать. А с остальными домой, на гауптвахту, отправим куда подальше от нас. Берегите себя. Но Милтон Фридман, я не могу, к сожалению, Инстаграм на территории России сейчас не пашет. Нормально не работает. А я пока живу, по крайней мере, на своей родине, в городе Грозном, Сюэльжгау, Нохчичу. Здесь, как говорится, свои законы. Вот. Но ищем выходы, ищем моменты, чтобы можно было проводить эфиры. Постараюсь. А так, на Инстаграме прошу лайкать, читать, оставлять комментарии. Не забывайте, мы есть ВКонтакте, в Твиттере, Инстаграм, Фейсбук, Телеграм, Ютуб, Рутуб. Все эти 7 направлений одновременно скидываются новости для того, чтобы максимально сохранить информацию о нашей истории. В ТикТоке меня нету. ТикТок, к сожалению, когда я подключился, мне начали взломы, я удалил его. Мне не понравилось это. Но я понимаю, что многие сейчас там крутятся. Всем удачи. Сестре и брату, которые сегодня задонатили, Адлан и Фатима, кажется, были. Аллах да саадуэл, Бодиснеге, Эзершка Соудалейл, да Духдахташ. Всем до следующей встречи. Пятница, суббота, воскресенье. С 10 и выше. Заходите, если будет эфир, увидимся. И не забывайте подписаться, клацать колокольчик, чтобы к вам приходило оповещение.
и приглашать новых подписчиков. Распространяйте это видео в YouTube, Instagram, Facebook, везде. Но приглашайте нам побольше аудиторию. Вместе мы сила. Дала ба отволел. Дала нохчи кома барцан бойл. Дала шун масална диканс бикан бойл. Масер غربنش دال قبل دوال قطعوزة دال مجوش مرشة برغة دورشة ويمحكة داخل بربوال عدلان الشورى زدناتي عدلان ديري اسخيل بيزدي قريوغيل شتور شوشة باشلام عدكوال مرش عايل